стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. При всем уважении к Джамбулату Сулейманову, хочу отметить, что, на мой взгляд, время от времени он выдвигает очень странные, неприемлемые и экстравагантные политические тезисы, касающиеся чеченской государственности. Все его тезисы мы не будем сегодня разбирать. Скажу лишь одно, что статус чеченского государства не подлежит обсуждению. Чеченский народ уже обозначил статус своего государства, причем кровью и потом лучших своих сыновей и дочерей. Уж очень высокую цену заплатил чеченский народ. 300 тысяч чеченцев погибло, защищая и отстаивая статус чеченского государства, тот статус, который Сулейманов так легко подвергает сомнению. И это только в новейшей истории чеченского народа. Поэтому очень странно слышать такие утверждения из уст человека, который в свое время сам стоял в рядах тех, кто с оружием в руках защищал этот самый статус. Какой тебе еще референдум нужен? Неужели тебе недостаточно того, что чеченский народ потерял 300 тысяч человек, отстаивая свою свободу? Это ведь треть нашего народа. Неужели тебе этого недостаточно? А теперь давайте послушаем, что говорил Джохар Дудаев относительно статуса чеченского государства. Видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководителя? Статус Чеченской Республики и ее народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия.